Поэтому даю такую короткую справку. Опять же, подчеркиваю, что это справка на момент на 10, по состоянию на 10:00. И если я кого-то не назову, можете меня поправить. Значит, прежде всего, кого бы мы хотели видеть на этих слушаниях? Мы изначально сделали их максимально открытыми. И в своих заявлениях в 2 номерах «Голоса Крыма» об этом заявили, что мы бы хотели, чтобы на этих слушаниях присутствовали и представители республиканских властей, и представители руководителей политических партий, общественно-политических, просто общественных организаций, мусульманских общин. Но понятное дело, чтобы разговор не носил какой-то конспирологический характер, мы максимально пригласили средства массовой информации, прежде всего те, которым интересна вообще национальная проблематика, крымская проблематика, крымско-татарская проблема. На республике представительство президента Украины в Крыму, вот, Иминов Сейт Мемед тут представлен. Вот представительство было, насколько мне известно, собирались участвовать представители Верховной Рады АРК, даже интересовались, как проехать место слушаний, но, видимо, не доехали. Видимо, более важные дела, чем судьба и интересы целого крымско-татарского народа. Ну, такую же оценку и народ даст тем представителям, которые находятся сегодня или представляют сегодня крымскую громаду в лице ее Верховной Рады. Вот. Ну, Совет Министров никак не отреагировал, там люди деловые, им сейчас надо землю делить, деньги делить. В общем, одним словом, делать из Крыма жемчужину. Вот. Я бы хотел посмотреть, во что эта жемчужина превратится, если интересы целой нации в их программах и стратегических проектах абсолютно никак не прописаны, не учтены. И для кого эту жемчужину они готовят? И согласимся ли мы с этой жемчужиной? Из средств массовой информации присутствуют у нас представители еженедельника «Голос Крыма». Мы благодарны им, потому что у нас сложились очень деловые, конструктивные взаимоотношения. И мы выражаем им в этом благодарность, они сегодня тоже с нами работают. Информационное агентство «Новорос.Инфо», портал информационный также представлен здесь. Представитель ГТРК, в частности, Крымского радио. Но наши телевизионщики, к сожалению, крымско-татарская редакция, им не интересно, будет ли восстановлены права крымско-татарского народа. Поэтому их и нету. Вот. Также представлен корреспондент или журналист газеты 2000, это киевская газета, насколько я знаю, тоже с нами тут присутствует в нашем зале. Из общественных организаций у нас представлены представители Совета старейшин крымско-татарского народа НАМУС, представители ряда мусульманских общин, в том числе Крымского Духовного центра мусульман Крыма, насколько я знаю, тут представители есть. Есть представители Союза предпринимателей, представлен президент и члены Фонда поддержки исследований коренных народов, но и ряд известных юристов и экспертов. В частности, с нами присутствует один из разработчиков, активных участников, разработчиков практически всех законопроектов этого плана, Борис Бабин из Евпатории тоже с нами. Я думаю, что он тоже включится в обсуждение и в наш серьезный разговор. Но поскольку инициатором этих слушаний является организация Мелиферка, здесь представлены делегации из 20 регионов Крыма.